Сегодня 7 марта 2025 года, 17 часов по Берлину и, соответственно, 19 часов по городу Джохару, друзья. Я вас всех сердечно приветствую. Сегодня у нас стрим снова на канале YouTube Reality и на канале в TikTok Асан Арцуев. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок. Трамп не предатель. Он спасает Украину». Давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Я выскажу свою точку зрения и с удовольствием отвечу на ваши вопросы и послушаю вашу точку зрения. Кто захочет на эту тему поговорить, в конце эфира в ТикТок я предоставлю слово. И, если будут такие желающие. Так, всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, ваша безопасность в ваших руках, поэтому будьте осторожны. Будьте осторожны. Наш канал запрещен на территории фашистской России, и только во время стримов нас видно на территории России, как мне, по крайней мере, говорят. И, вот как-то так. Поэтому давайте все, друзья, принимайте участие, давайте общаться. Бавонятка, витаю вас, приветствую. Как обычно, хочу начать свой стрим сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1150 боевиков российских. 3 танка уничтожено, 23 боевые бронированные машины уничтожено, 16 артиллерийских систем уничтожено, 95 БПЛА, 72 автомобильной техники и цистерны. Слава Украине, слава ЗСУ. Как вы видите, друзья, боевые машины, танков все меньше становится, БПЛА и артиллерийские системы, автомобильная техника и до цистерн. Гужевой транспорт ЗСУ, Генеральный штаб так и не вписал сюда. По всей видимости, это тоже есть потери. Воюют мясом, чисто человеческим мясом русские воюют. Как в старые добрые времена, или недобрые. Вот такая вот ситуация, друзья. Вот такая вот ситуация. Так, за всем я следить сегодня особо не успевал, но вот есть небольшие новости, которые хотелось бы вам предоставить. Дело в том, что Зеленский призвал партнера заставить Россию остановить войну на фоне новых ночных ударов ВС РФ по объектам украинской энергетики. В общей сложности россияне применили почти 70 ракет, крылатых и баллистических, а также почти 200 ударных дронов, отметил Владимир Зеленский. По его словам, первый шаг к установлению реального мира – это запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб. Украина готова пройти путь к миру, и именно Украина хочет мира с первой секунды этой войны, заявил политик у себя в Телеграм. Вот такая вот интересная деталь, которая складывается. И мы будем надеяться, что перемирие, оно наступит в конце концов. И оно необходимо. Оно необходимо, друзья. Так, сейчас я вам еще тогда новостей почитаю. Что у меня с Фейсбуком, с компьютером что-то случилось. Бум. Что такое?
Пришло время остановить убийство, пришло время прекратить бессмысленную войну. И если вы хотите останавливать войны, вы должны говорить с обеими сторонами, президент Дональд Трамп. Миллионы украинцев и россиян были напрасно убиты или ранены в этом ужасающем и жестоком конфликте, конца которому не видно. Президент Дональд Трамп. И вот под этим видео у меня один украинский мой старый друг с Фейсбука написал, что Трамп предатель и русский агент. Ну и оскорбления там идут. Друзья, я так не считаю. Я сейчас загрузил видео у себя и в ТикТок, и в YouTube по поводу своих мыслей по тому, что происходит. Давайте об этом поговорим просто. Давайте попробуем разъяснить ситуацию. Как бы я исхожу из того, что я сам наблюдаю, что делает Америка, что происходит в Украине, и что говорят русские, и что у них происходит. Они особо не рады Трампу, я вам скажу. Все его предатель там и так далее. Обзывают, там, оскорбляют и так далее. Но в колодец, из которого пили, из которого, вероятно, потом придется пить, ну, не совсем мудро для такой мудрой нации, как украинская, ну, плеваться в этот колодец, как минимум, как минимум. Дело в том, что, на мой взгляд, война реально зашла в тупик в определенной степени. Украинские воины, и я с каждый свой стрим начинаю от сообщения Генерального штаба Вооруженных сил Украины, как сегодняшний стрим я также и начал. Дело в том, что эти люди, вот кого я уважаю, вот за тех, кто сражается, любой национальности, и в том числе русские, которые воюют, защищают свою свободу, свою страну от империализма, от оккупации иностранным государством, но империей, очень кровавой и очень жестокой империей. И поэтому мы видим, что эти люди сражаются. И я их безмерно еще раз уважаю. Я уважаю Верховную Раду. Я уважаю всех тех, кто приложил руку, усилия для того, чтобы Чеченскую Республику Ичкерия признала Верховная Рада. И огромное спасибо вам, украинцы. Конечно, это нужно было сделать 30 лет назад. Но даже сейчас, когда наша страна оккупирована, мы пережили геноцид, для нас это и морально, и юридически, это большая поддержка. И мы благодарны, и вы наши союзники. И я буду говорить вам правду, даже если это будет во вред или неприятно кому-то. Даже чеченцам, если это будет неприятно, я буду говорить вам правду. Как я думаю, как я поддерживаю. Потому что я искренне желаю, как и наш президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Вы неоднократно, если кто смотрит мои стримы, видели Аят Дигова, как он поддерживает Украину, как все чеченцы поддерживают Украину. Поэтому это одна составляющая сегодняшних вот этих всех моментов. Но есть другая составляющая. Это агентура, это пятая колонна, которая внутри есть Украины. Я пытаюсь не говорить об этом, чаще я только поддерживаю Украину, чаще я поднимаю дух, там говорю полезные вещи, которые могут украинцам пригодиться, что было с нами, чтобы вы проецировали на себя и как-то, может быть, это пригодится. И Аяду задаю такие же, и Дигову такие же вопросы, чтобы вы могли что-то полезное для себя подчеркнуть из этого. Но по факту мы видим то, что в Украине действует пятая колонна. И к большому сожалению, вот шаг в шаг, след в след вы идете по нашим ошибкам. Потому что против вас тот же враг, он применяет те же методы, причем не только просто страна та же. Тот же Путин и Патрушев воевали против нас. Тоже ФСБ. Это те же лица, те же люди, те же персонали воюют против вас, которые начинали против нас. Они отточили мастерство, нужно признать. Но когда они воевали против нас, они тоже тут, скажем так, не ерундой занимались. Топили в крови поголовно. Причем весь мир, не устану это повторять,
Весь мир в этом помогал им. Весь мир, к сожалению. Молчаливым согласием, дельным участием помогал. И вот ситуация повторяется один в один. И мы вас об этом предупреждаем, но вы этого не понимаете. Потому что у вас не было Ахмада Кадырова, понимаете? Который становился на лафет, на прицеп трактора на митинге, вставал и кричал: женщины, не слушайте своих мужей, уходите на священную войну против оккупантов русских, там, на священный газоват, джихад. Там, поднимайтесь, там, дети, не слушайте своих родителей, идите, сражайтесь. И это были самые большие патриоты. У нас были братья Ямадаевы, такие братья у нас там были. Их 5, по-моему, было, или 6. И эти братья были увешаны в орденах ичкерийских. Они были самые-самые такие, ну, конечно, не самые, ну, пытались изображать себя самых-самых. И у них, да, реально были люди в подчинении, у них было там оружие, там такие результаты какие-то якобы были. И у них были медали «Честь нации», высшие награды, это как герой Украины там и так далее. Они оказались агентами ГРУ, их сотрудниками оказались. Наши бойцы, чеченцы, мы не такой большой народ, как вы. Мы друг друга практически все быстро можем узнать, найти, там, как-то навести справки. Наши бойцы мне рассказывали, настоящие бойцы, не фейковые, не рекламные боевики, как у нас называли такие, у вас они тоже есть. Смотришь ролики, у вас там рекламных боевиков больше, чем реальных бойцов. В чистых формах, там где-то постреляют там, и так далее. И наши реальные бойцы рассказывали, что 10 лет вести партизанскую войну в окопах, голод, холод, лишения, там, ну все, горы, лес, невыносимые условия. Не может человек выживать в этих условиях, ну просто, если ему деваться некуда, вот он будет переть. А это агент, оказывается. 10 лет он с тобой спит, делит хлеб, спит в одном окопе, в одном блиндаже. Оказывается, агент. Понимаете? Сдает вокруг себя. Вот как бывает. Вот как бывает. Поэтому вам, наверное, пока не увидев там Ахмата Кадырова, который... Мы, например, чеченцы, я, например, с одним своим человеком разговаривал. И когда появился Ахмат Кадыров, мы не верили, что Ахмат Кадыров, он перешел на сторону русских. Он был самым большим защитником Аслана Масхадова, президента нашего. Он самый ярый защитник был. Он против Басаева, он избранный президент был, и умереть он готов был. Он на себе волосы рвал, тельняшку на груди рвал. Все он делал, чтобы доказать свою лояльность Масхадову. Друг, товарищ, брат, побратим, все он был. А потом он сказал: я человек Путина, вышел. И сказал: да, я горжусь тем, что он человек Путина. Он так сказал. И мы не верили этому. Честное слово, мы не могли это допустить. Ну как человек, ну невозможно такое, невозможно просто такое. И я понимаю, что вам тоже будет трудно в это все понять. Потому что вот я помню наши ощущения тогда. Насколько может быть человек вероломен, насколько лицемерен может человек быть. Это просто невероятно, в это трудно поверить. Поэтому сейчас чеченцы никому не доверяют и замкнулись, закрылись. Ну, мы еще геноцид пережили, над нами составлен супер-мега-эксперимент. Теперь на вас оттачивают это мастерство, на нас отточили, теперь на вас его уже реализуют. И очень они, кстати говоря, имеют результаты. Не скажу, что супер успешно, но есть результаты. И Америка это видит, и Британия это видит, и весь мир это, кто в этом замешан, кто за этим наблюдает, они все это видят. Поэтому дядюшке Сэму не хочется быть дядюшкой лохом. Закачивать туда оружие, закачивать туда деньги. И никакого результата. В Украине действует 5-я колонна. Опять же, я никого не обвиняю огульно. Ни в коем случае, не дай бог. Их может быть сотни, может быть 1000, может несколько тысяч.
но это не миллионы и не весь украинский народ. И я уверен, в Верховной Раде огромное количество честных, истинных патриотов. Верю, надеюсь, верю, что в ЗСУ есть, верю, что в СБУ есть порядочные, в ГУР есть, я верю, честные, порядочные люди. Но не верю Кириллу Буданову я, например. Вот не верю я, от слова совсем. Ну, слишком много совпадений с этим деятелем. Слишком много. Вот все, что не скажи, ну, можно сказать, неопытный, как некоторые могут сказать. Да нет, почему неопытность? Причем здесь неопытность? Слишком много таких странных вещей происходит. Я в своем видео коротко это сказал. И сейчас, когда украинцы настоящие, свободные, независимые, сражаются, гибнут, в тылу совсем ситуация другая, катастрофическая. Тот, кто сражается на передовой, как у нас было, для них медальки ничего не значат. Ему стыдно эту медальку брать. Да, и он даже хочет ее, наверное, внутри, в душе. Потому что, ну, как бы, внукам потом рассказывать, показывать, что это же нужно. Потому что, ну, реально, человек на волоске от смерти был, спасал людей, там, ну, подвиги же на каждом шагу на войне. Как и подлость, так и подвиги же на каждом шагу. Но он не возьмет ее, потому что он подумает, что он сам себе выше ставит эту медальку, чем истинное его желание помочь своей стране, защитить свою страну. Просто я знаю эти ощущения. Я общался с людьми, я слушал очень много, наблюдал за этим. А те, кто не защищает Украину, вот они в первых рядах получают эти медальки. Как Ахмат Кадыров, как братья Ямадаевы, как многие-многие, которых вы сейчас видите, якобы являются они представителями чеченцев. А тогда они были же героями Ичкерии. Понимаете? Настоящие герои потом либо убиты, либо там посажены, либо изгнаны со своей страны. А эти остались, и вот сейчас у власти, они сейчас герои. Кстати, у вас на украинском телевидении они появляются. Нормально. Ахмед Закаев, Руслан Кутаев, там еще деятели. И отлично все. И ничего, герои аплодируют им даже, понимаете? И ни один украинский журналист не задаст вопрос, а почему Ахмеду Закаеву вот сидит там в Германии правозащитник, председатель правозащитной ассоциации, прямо говорит многие вещи, что его пытались вербовать, его люди, на Россию, против вас, украинцы. Я не поддался, я публично это придал этому огласку, сразу же вам об этом сообщил. А я Дидигов говорит, да по документам, Алла Дудаева, Дава Джахара Дудаева. Они все говорят, смотрите, он документы подписывал, что мы часть России. И ни один журналист не задаст вопрос, потому что у вас нету журналистики, понимаете? И вот настоящая журналистика, русскоязычная, я за русскоязычными только слежу. Украиноязычные я особо не смотрю, только редко, когда хочу что-то посмотреть. Ну вот такая вот ситуация. И эти вещи сплошь и рядом. А украинцы настоящие, свободные, они гибнут там на передовой. Что делать? Ждать, пока они закончатся. У русских орков сколько угодно. Вот они набирают, платят им по 5 миллионов, по 7 миллионов. И туда посылают. И экономике прибыль какая-то, деньги. Потом, конечно, инфляция будет, это все дорого, им все обойдется. И у них и так она на лопатках экономика лежит. Но они набирают, со всех тюрем собрали, со всех вокзалов, всех бичей, бомжей, все туда, сюда. Хоть одного украинца убить, и то уже дело. 100 положить, одного убить, радость какая. И вот сейчас, на мой взгляд, Трамп пытается мобилизовать Запад. Вообще, шахматная партия такая идет. Вот эта шахматная партия, она известна русским. Потому что Америка, Англия, Запад играет по правилам. Украина играет по правилам. Есть международное право, есть правда. Лгать откровенно, там, пропагандой заниматься нельзя. Ну как, не принято. Нет такого, понимаете? А у тех нет никаких правил, и они знают все ваши правила. Представьте себе,
как нужно играть. Когда ваш противник знает ваши правила и сам не соблюдает эти правила, а вы вынуждены, и он знает, что вы будете их соблюдать. Международное право вы будете соблюдать, правила, обычаи ведения войны вы будете соблюдать. Все это он знает. Ну и вам как-то нужно действовать. А у него нет этих рамок. Ничего, ни перед чем русские не останавливаются. Дамбу взорвать, пожалуйста. Атомную электростанцию обстрелять, пожалуйста. Пленных сжечь заживо, пожалуйста. Никаких вопросов. Что вам нужно? Захватить бедных там граждан, которые в гости, туристов у себя, и обменять на своих киллеров? Пожалуйста. Что не делает Россия? Скажите мне. Все она делает. И вот, на мой взгляд, Америка, Трамп, они берут вот эту шахматную доску с фигурами, вот так берут и подбрасывают ее, переворачивают. Пошли вы к черту все, говорит им Трамп. Теперь я буду диктовать условия, и я буду делать так, как я считаю нужным. Как я посчитаю нужным, так и будет делать. Вот о чем речь, на мой взгляд, идет. И в России есть люди, которые давно готовы капитулировать. Давным-давно они понимают, бессмысленно. Россия идет в пропасть. Ее уже ничего не спасет. Даже если Украину вот сейчас оставить так, как есть, как они добиваются оставить, украинцы физически, допустим, закончатся. Но русские что же заканчиваются? Еще год это продлится, 2, это 3 это продлится. И в конце концов украинцы закончатся, Россия закончится. Но даже если закончатся все украинцы до единого, как закончились фактически все, кто воевал против России, чеченцы. И потом это пришло в Украину. Мы же вас всех предупреждали. После нас будет, Дудаев об этом прямо говорил. И не только Дудаев. Дудаев это прямо, открыто говорил. Будет Грузия, Крым там и так далее. И потом до Берлина. Это у них планы такие. Они это не скрывают. И Дудаев, как советский генерал, это все знал. Даже если Украина, как и чеченцы, закончатся физически, просто истощится полностью, Запад не проиграет, Америка не проиграет, понимаете? У них, они силы накапливают, они выделяют сотни миллиардов на вооружение. Здесь мобилизация идет, все обучаются, просто добровольно обучаются, как в Украине тероборона была, у нас в Германии тероборона уже организовывается. Никто не будет уступать, понимаете, России. Никто не позволит России добиться. И Россия это понимает. В России люди, ФСБшники, многие генералы понимают. Они готовы сдать Путина. Путин не готов сдаваться. Потому что для него это Гаага, тюрьма, там, смерть и так далее. А он силен. У него много банд вокруг. Пропаганда очень мощная идет. И вот он бьется. Каждый день убитых тысячи. Вот мы каждый день, я когда веду стримы, рассказываю, сколько убитых, раненых русских бандитов. Вот это цена одной жизни, одного дня жизни Путина. Одних суток жизни Путина, Патрушева, вот этой банды, своры палачей и убийц. Понимаете? И чтобы украинцы не истощились, чтобы украинцы не закончились, Трамп хочет остановить это. Да, это делается не очень, может быть, приятно. Как-то нужно что-то где-то уступать, где-то как-то хитрить, может быть. Все детали я не знаю. Я могу где-то предполагать, догадываться. Я смотрю русских, в чем они говорят. Они тоже не верят Трампу. Вы там, украинец мне пишет, Трамп предатель. Я говорю, а ваша власть? Посмотрите на Кирилла Буданова. Ну, это звезда просто. Просто звезда. Какая-то там непонятная. У нас, я у себя в ролике, в котором коротком сделал, я об этом тоже говорю. У нас фамилия Буданов у чеченцев. Это такой собирательный образ всех преступлений, совершенных против чеченского народа. Буданов, фамилия Буданов, Юрий такой был, танкист, командир танкового полка Юрий Буданов. Подполковник, по-моему, российской армии. Вот этот человек единственный осужденный за убийство несовершеннолетней девочки. Он там над ней издевался, все, что возможно с ней сделал. Похитил из дома, пьяный, на день рождения своей дочери, ночью на БТРах заехали, похитили и так далее. Понимаете? И вот этот у нас ассоциируется фамилия Буданов. Это лаптежник, вонючий с болот.
Вот честное слово. Причем еще сама фамилия не очень приятная, я вам скажу, если на чеченский язык перевести. Так вот, вот этот деятель первым вывесил карту, что Россия должна разделить на несколько частей. Так вот, за эти 3 года войны мы так и не... Я мечтаю о том, чтобы Россию разделили, чтобы она перестала быть империей. Но я не вижу, чтобы на Западе этого хотели. Они хотят вырвать клыки этому медведю, лишить его ядерного оружия, но оставить всю эту Россию вместе. Да и в принципе я не вижу никто, кто бы хотел бы выходить из этой России, кроме нас, чеченцев оккупированных. Все остальные, когда развалился Советский Союз и бескровно можно было взять свой суверенитет, никто не взял. Вы думаете, сейчас кто-то возьмет это кровью? Ценой крови, сражаясь? Нет. Они все там же согласились и остались. Понимаете? Все, кто не хотел, все, кто имел национальное самосознание, они отделились. А вот все, кто пророссийские, они остались. Да, там есть среди татар, бурят, много есть людей, кто бы, но это всего лишь небольшие группы лиц, которые хотели бы. Но это не народ, не желание народа массовое. Понимаете? Поэтому он берет карту, рассказывает. А для чего? А я тоже ее публикую, распространяю. Ага. А это делается для того, чтобы тех мобилизовать. Объяснить, смотрите, они нашу Россию развалить хотят. Все основание дается. Если ее хотят развалить, зачем об этом говорить? Тем более там начальнику такой секретной службы, все такое. Ну и многое другое. Я в своем ролике сказал, вы можете посмотреть это видео. И потом я могу еще добавить. Там много что сказать. Вот Роман Червинский, например, украинский, настоящий воин, защитник, который находится сейчас под следствием. Домашний арест. Он воевать должен. Его задача сейчас враг на его территории. Он нейтрализован полностью. Кто просидел в тюрьме, сейчас хоть на домашнем аресте, слава богу, находится. Он прямо Ермака обвиняет. А посмотрите, например, Freedom ваши каналы. Что это такое? Сейчас Freedom Кавказ открыли. И опять же тело Закаева, Кутаева там. Да, там есть на Freedom Кавказ нормальные люди там появляются. Чеченцы, которые настоящие, не симулякры. Но есть и вот это. И все это смешивается, как будто это единое такое целое. Так вы же обманываете. Я вот прямо говорю, я не перестаю это говорить. Ну, когда вы обратите, украинцы, обвинять Трампа вы гораздо, обвинять Америку вы гораздо. Столько сделала Америка для Украины. Так быстро бросаться словами громкими людей, которые вам столько сделали. Это же, ну, как минимум, некрасиво. Вот такие вещи. Давайте об этом поговорим, друзья. Давайте об этом поговорим. Я могу много на эту тему говорить. Так, давайте я почитаю ваши комментарии. Сперва в YouTube. Алейк салам. Друзья, всех приветствую. Пара Балимов, вот вы говорите здесь, что неужели остановка передачи разведданных, из-за чего будет погибать больше украинских воинов, это не предательство. Спутники есть только у США и Раш. Какой подонок Байден, я не говорю. Вы говорите информацию, которую нам поставляют средства массовой информации. Скажите мне, покажите мне украинских генералов, которые вышли и сказали, мы не получили информацию от разведданных и погибают. Я не знаю этой информации, я не знаю, поставляется ее, остановили или нет. Но идет информационная, психологическая, мощная борьба идет, война идет, не на жизнь, а на смерть. И сейчас утверждать, что вот сказал, что он приостановит что-то, но это слишком, мне кажется, самоуверенно такое заявлять. Валейк салам, Шамиль. Смотрю с задержкой, посмотрел твой ролик новый, полностью поддерживаю.
Шамиль Баркал. Все будет Ичкерия, говорит, как обычно, Шамиль. Береги себя, Шамиль. Сейчас соберут все оружие с Европы, дадут Украине, а сама Европа перевооружится перед новым столкновением с красной угрозой. Европа даже пальцем шевелить не хочет. Одни заявления, они даже свой ВПК запустить не способны. Украина одна сражается. Абсолютно с вами согласен вот в этой части. Именно поэтому у нас здесь сейчас просто все на ушах стоят. В том числе в Германии и вообще в Евросоюзе. Европа сделала все, что надеялась, что Украина справится, Украина там, украинцы победят там и так далее. И ничего не делала. И вот то, что сейчас делает Трамп, делается для того, чтобы расшевелить, понимаете, эту Европу. Потому что здесь реально 500 миллионов человек проживает. Вы можете себе представить? 500 миллионов. Очень богатая часть мира. И да, воевать не хотят. Все привыкли под зонтиком американским жить. Ну, сейчас пусть поживут под зонтиком украинским. Украинцы научились воевать. Украинцы боеспособная армия. И есть и у других тоже очень хорошие армии, между прочим. Турецкая армия очень мощная, сильная. И она, кстати говоря, с ней тоже нужно ухо востро держать. Имейте в виду, они могут и Крым к рукам прибрать. Ну и так далее. Добрый вечер. У тебя какая-то странная тема стрима. Что есть какие-то подозрения, что должен предать? И что есть информация, что он не спасает Украину? Все очень странно. Wurf geweten op и так далее. Это я ответ на один из комментариев своего друга из Facebook. Я решил ответить, потому что я вижу очень много хейта в сторону, причем людей, которых я не могу заподозрить, что они пророссийские. Это настоящие украинские патриоты, но которые очень злые на Трампа. Поэтому я решил просто эту тему обновить и обсудить. Ничего плохого я в этом не вижу. Наоборот, очень интересно. Кстати говоря, спасибо всем за подарки. Где твой еврейский флаг? Еврейский флаг я убрал вчера. Не потому, что мне там слишком много хейта было, там вы там писали, все ваши тролли ГБшные собрались и писали. Я прочитал один комментарий здесь от одной еврейки, которая писала. И она меня хвалила, что я там молодец, там, что поддерживаю там и так далее. Но там было очень много хейта, и она общалась. Это все тролли. Вот в основном все тролли. Потому что, знаете, настоящие чеченцы до таких оскорблений не опускаются. Вообще чеченцы так оскорблять не будут. Но русские и прорусские чеченцы меня люто ненавидят. Даже чеченцы, которые имеют претензии к евреям, а я вам скажу, имеют чеченцы претензии к евреям. В том числе потому, что мечеть построили ФСБшную имени Кадырова у себя. Натаньяху Путиным, там, друг, там, брат Кондрат и так далее был. И все остальное. Поэтому есть у чеченцев претензии иметь ко всем на этой земле. И ну, нету ненависти, какого-то антисемитизма лютого, который вот здесь выплескивается на YouTube и в ТикТок. И она с ними общается. И она уверена, что она с людьми общается. А я знаю, что подавляющее большинство это тролли. 98% это тролли. ГБшные россияне, которые меня лично люто ненавидят. И им нужен повод, чтобы как-то меня там настроить чеченцев против меня. А чеченцы меня любят. Если без ложной скромности я вам скажу. Очень сильно меня любят. Я вам честно признаюсь. И она с ними переписывается. И ей там что-то кто-то говорит, может, и реально кто-то попался. Знаете, как в том анекдоте, все побежали, и я побежал. Или в фильме это было. Все побежали, и я побежал. Там кто-то присоединяется и тоже начинает. Ну, все же Аслана там хейтят, давай я тоже захейчу. И там она с кем-то там переписывается и говорит, что ну, нам ни от кого помощь не нужна. Нам не, типа, ну, как будто я навязываюсь. Мне это так показалось. А я это сделал, потому что у нас как бы здесь в Германии была попытка, якобы попытка
нужно разбираться. Думаю, там без доказательств немецкие власти бы его не арестовали, там чеченца или россиянина арестовали, связанного с Россией, с российскими спецслужбами человека, молодого 18-летнего пацана, который якобы что-то хотел сделать против еврейского посольства в Берлине. И я знаю, что это не просто единичный случай, что будет целая серия этого. Потом, как в его день, когда его арестовали, я на X опубликовал это видео у себя на странице X, положили еврейский флаг, такой полигон имени террориста Путина. Там на машине они вот этот еврейский флаг на колеса прокручивают, там что-то делают. Ну, это, короче, показывает солидарность. Это в тот день, когда этого здесь в Берлине арестовали. Ну, это ясно, связь. И там много связей, я об этом тоже писал. Потом я сказал, что будет нападение, написал, где-то, не помню, 24-го, 25-го, я написал текст, опубликовал, и 26-го, ну вот на второй день, как я его текст написал, не помню, когда я его написал точно, все это опубликовано, все это имеется. Я сказал, что будет дальше нападение на евреев и кавказцев. Идет большая работа, это я все вижу, понимаете, здесь по косвенным признакам это все заметно. И произошло на второй день попытка, 100% это инсинуация, 100% это инсценировка. Был убит человек, который якобы что-то хотел сделать в синагоге в Подмосковье. И я, чтобы сразу же сбить волну, чтобы сказать, что мы, а я как лидер общественного мнения определенной степени, хотел показать, что я поддерживаю евреев и что мы не антисемиты. Но начали такие голоса, как будто я там подмазываюсь, там еще там как-то, что там никакая нам помощь не нужна. Даже люди, которые хорошо ко мне относятся плохо к моему народу. И мне это, как бы, я посчитал, что, может, я реально перебарщиваю. Потому что евреи мой флаг не поднимают. Я и так много сказал, много сделал для евреев. Ну, в моем понимании, поддержал там, разоблачаю преступления против евреев. Предупреждаю другим чеченцам и другим мусульманам, которые смотрят меня, не даю повода, чтобы они никак, ну, всячески, из религиозной точки зрения, всячески пытаюсь объяснить. Поэтому я его убрал. Если вы будете сильно настаивать, чтобы я его повесил, я его не хотел убирать вообще. Если бы я ее комментарий не прочитал бы, я не хотел убирать его. Потому что слишком много хейта было, и я видел, как это русских задевает. Ну, целую фабрику троллей в YouTube, в TikTok загнать, и они там бум-бум-бум-бум там наносят удары. Поэтому я видел, что это результативно. Надо давать им, наступать им на хвост, чтобы они визжали. Ну, потом такой спорный момент появился. А вдруг? И чеченцы тоже говорят, а что для нас евреи сделали? И вот этот спорный момент я подумал, ну все, хватит тогда. Поэтому убрал. К евреям отношусь так же, как относился, с большущим уважением, полный вперед, не сдаваться и так далее. Как-то так, да. Давайте дальше. Очень возмущен реакцией украинцев. Так было похоже на организацию протеста. Ведь сидели 3 года и не протестовали, что не дают оружие. А тут вдруг все вышли, как будто Аятолла им приказал. Так, ну, украинцам нужно понять. Украинцам нужно объяснить, что против них ведется работа. Причем они сейчас раздраженные, у них большая проблема. Я про себя знаю, как это бывает. Поэтому нужно искать слова, подходить, ну, как ключик искать, чтобы не обидеть, не задеть чувства. Надо стараться. У меня не всегда получается, но я стараюсь, друзья. Так, давайте дальше. Я перемотаю комментариев много, друзья. Я смотрю здесь. Это тоже хорошие евреи с флагами палестинцев газуют тут. Ну, евреи разные. Кто-то может быть за палестинцев, кто-то может быть за русских. Разные есть евреи. Мы тоже должны понимать.
Евреи это не один человек, это разные люди. Есть евреи, которые работают против евреев. Есть такие. Посмотрите, Соловьев, он называл себя евреем. Да вообще, всех вот этих российских евреев посмотрите. Я одного только Сатановского отметил, который реально выразил протест и пропал с радаров, со всех радаров. По крайней мере, я его уже не видел давно нигде. После 7 октября. Все остальные, это те же кадыровцы. Им плевать, что главное, что бабки были, чтобы они при власти были. И все. Это манкурты самые настоящие. А не только же у чеченцев найдутся манкурты. У всех есть манкурты. У всех. К сожалению. Переобулся, так и скажи, говорит. Я же не говорю, я поддерживаю евреев. Я не переобулся. Я просто думал, ну, может, я слишком навязываю, слишком там покажется, что, ну, уже, когда от тебя уже, да нам никакая помощь не нужна. Вот такие разговоры, если идут, ну, и то люди, которые меня вроде бы поддерживают. Вот я, как бы, двойственное такое ощущение было. Я подумал, ну, может быть, реально надо немножко, как бы, я-то с искренними побуждениями, с чистой душой, как говорится. Поэтому, ну, если это про антиизраильская тема опять дальше, она сейчас немножко сбавилась, и мне кажется, в том числе из-за того, что я флаг повесил, в том числе, что я их разоблачил, это много раз так было, когда ты разоблачаешь, они немножко заднюю дают. Приостанавливают, они не останавливаются, они чуть-чуть назад, и потом сбоку, справа, слева опять начинают. Поэтому, если опять начнется, опять вывешу. Если евреи попросят, скажут, нет, мы не думаем, что ты слишком. Хотя у меня много друзей, я с евреем, другом своим разговаривал, сказал, тебе так не кажется? Он говорит, нет, не кажется, полный вперед. Но все равно я обдумал все-таки убрать. Поэтому не переобулся, евреев поддерживаю, Израиль поддерживаю. И всех, кто не против моей страны и моего народа, я поддерживаю. Салам алейкум, ва алейкум ассалам. Так что все нормально, не волнуйтесь. Мы мнения и друзей, товарищей не меняем и не предаем. Божественная, спасибо тебе за подарки. Я тут. Нет, это не ты писала, Божественная. Там была другая. Такая же божественная, но другая. Израиль тоже за Израиль. Да, почему нет? Объясните мне. Ну, вот видите, все их задачи, они не говорят о своей проблеме. Вы сразу поймете, что это тот, который вот синагогу якобы, посольство израильское хотел атаковать, 18-летний. У него 300 тысяч убили русские. Самое большое посольство в Берлине это русское, а он идет куда-то на израильское посольство. Просто вот эти все, сразу же вы можете понимать, что этим людям плевать на чеченцев, значит они не чеченцы. Либо это малолетки какие-нибудь, либо это плевать им на чеченцев. А я им рассказываю про Чечню, про Ичкерию, про наш геноцид. Их это не волнует. Ни одного комментария вы не увидите, никакой поддержки, там еще чего-то вы не увидите. А вот когда нужно, это все тролли, троллятина. Однозначно 100%. Если нет, зайдите открыто со своим лицом, не голосом, лицом со своим. Зайдите, скажите, что вот я не сторонник России, но вот я есть против Израиля. Ну и объясните за что. Причем есть люди против Израиля. Я объяснил почему. Израиль, как и весь мир, нас не поддерживал. Наоборот, они у себя мечеть построили, ФСБшную. И много есть претензий. Найдется у кого сказать. Но я считаю, это все частности, это детали. Если сейчас Израиль столкнулся с той же угрозой, ведь Украина тоже поддерживала. Украинские военные воевали, еврейские военные, Цахал не воевал против нас. А украинские военные брали отпуски и шли воевать. А мы сейчас воюем за Украину. Понимаете? Поэтому это частности. Люди поняли, осознали.
И значит, они наши союзники. И, и нужно было раньше это делать, на самом деле. Раньше их искать, союзников среди них. Понимаете? Мне один еврей написал из Цахал, он говорит, настоящие чеченцы всегда были за евреев, а настоящие евреи всегда были за чеченцев. И мне это очень понравилось. Реально так и есть. Почему нет? Я за. Я вам тема про Украину. Вот видите, ваша любимая тема отвлечь от Украины и забить этот весь информационный вопрос, ситуацию, забить просто отвлеченной темой, любую тему, которую вы отвлекаете. У тебя должен быть план развития народа. Он есть. У нас есть президиум, власть. Законная, легитимная власть чеченского народа. У них и планы, к ним, пожалуйста, все вопросы. Я блогер, правозащитник. У меня есть какие-то свои видения, свои взгляды. И если чем-то они будут противоречить нашей власти легитимной, я отступлю. Это наша власть, они решают. На них ответственность, они решают. Это их дело. Дим, шалом алейхум. Дим Ильясов. Остап, про Бувайсера Сатиева что сказал бы? Я сказал, что я думаю. Тут много мне прислали и в личку, и так мне говорят. Нет, там, ну не хочу даже повторяться, там наркоман был, там, и это было, третье было. Я не верю. Я в это абсолютно не верю. Не могу вообще допустить этого момента. Я считаю, как я сказал. Я считаю, за этим это целенаправленное убийство. И вот этот ауховский вопрос, который сейчас хотят дагестанцев, чеченцев стравить, чтобы вот началось страшное кровавое месиво там, чтобы началось. И, видимо, он просто стоял поперек этого всего. И я считаю, что с этим это связано. Другого объяснения у меня нет. Я не верю, что такой спортсмен, такой набожный человек мог быть наркоманом или еще чего-то. Я считаю, что любой человек может умереть. И в 30 лет может, и спортсмен может, из-за нагрузки может, и в 50 лет ему почти было, что он мог умереть. И такое допускается. Но вот то, что сейчас в Обуховском районе нагнетается, сейчас там выступает там, российские представители на эту тему начали, Россия начала эту мусолить эту тему. И тот раз происходит это, я считаю, это не случайное совпадение. Хотя 100% я утверждать, конечно же, не могу. Я говорил, говорю, я предполагаю. Давайте говорить про темы, которые я вам задал сегодняшние. То, что мы говорим про Украину, про Трампа, про Америку. Давайте вот про это говорить. Давайте вы мне там не будете про Завгаева, там, третье, десятое отвлекать. Давайте на эту тему говорить. Вот все тролли, вот про Израиль, то, что вы все пишете, вы все тролли. Просто невероятно, как это очень им важно отвлекать тему, чтобы говорить о чем угодно, лишь бы не говорить про Украину, про эти события. Россия проиграла, а нужно поэтому говорить. Именно поэтому нужно говорить. Именно поэтому.
Зеленский не провел реформы в 2019 году. С одной стороны, опасно менять власть, с другой стороны, не убрав предателей во власти, не победить врага. Тяжелая ситуация. Сейчас, конечно же, выборы проводить сейчас нельзя. Я в этом убежден. Сейчас это будет катастрофа. К большому сожалению, это нельзя делать сейчас. Но если бы заключить мир, вот тогда можно было бы. И именно поэтому русские, я думаю, что этот план Трампа, он не удастся. К большому сожалению, он не удастся. И русские сами говорят, они хотят, говорят они, остановить на время войну и начать, у них в России какие-то там движения, зачем останавливать войну, только непонятно, если начать внутри волнения России делать. И говорит, если еще 2-3 месяца Трамп нас будет обманывать, говорят, и после этого, как ложь раскроется, что Трамп их пытается обмануть, все поймут, что пытается обмануть, что Трамп не хочет никакого перемирия, мира там и так далее. И вот тогда полетят томагавки, там, вплоть до ядерного удара. И я полагаю, что нужно сразу переходить к следующей стадии, потому что вот эти 2-3 месяца тратить зря, расстраивать украинцев, которые не до конца все понимают, и не только украинцев, которые обижаются и на Америку, и на Трампа, не стоит. Ну и, ну не знаю, ну может там слишком много таких вещей, например, мобилизуется вся Европа. Посмотрите, вся Европа мобилизовалась. Сегодня фон дер Ляйен говорит, что 800 миллиардов Европа должна собрать на вооружение. Представьте себе, около триллиона собрать на вооружение. Вы можете 800 миллиардов евро на вооружение. Это же представьте себе, какая армия там будет. И все это придется России потом выплачивать, понимаете? Это все придется России выплачивать. Это так, друзья. Так что большие события еще будут. Большие события будут. Россия уже гауляйтеров подготовила для Украины. Арестович, Мураев, Гончаренко, Алексеевич. Ну, я насчет Гончаренко не знаю, но вот про первых двух я тоже к ним отношусь с подозрением. Я тоже долго не критиковал Зеленского, но смотреть на это предательство и молчать больше невозможно. К большому сожалению, мне кажется, я критиковал Зеленского, очень жестко критиковал. Иногда даже жалею, что это президент воюющей страны, даже если у меня просто хочется сказать, я не должен этого делать, потому что на нем большая ответственность. Он находится в таких сложной ситуации, он в тисках фактически, мне кажется. Поэтому его критиковать я не буду. Да, я не буду украинскую власть пока критиковать. Просто там кто-то появится, там Буданов, там тот же, как его звали-то, Бутусов, например. Большой патриот такой. Абсолютно не доверяю этому. Юрий, да, по-моему, зовут. Я абсолютно не доверяю ему. Особенно после этой истории с Евгением Нужиным. Помните, вагнеровца, который сдался? Он его раскрутил, поднял, а потом раз. Ну, просто откровенный такой ход был. Подняли, показали. Ну, может, Бутусова в темную использовали. Но я сомневаюсь. Обычно они все это, все заодно все это делается. Как-то так. Как-то так. Так. Классно. Ваш комментарий чуть дорогого стоит. Веселые вы. Самый страшный сценарий — это перезагрузка, второе дыхание Рашки.
Америка всегда спасает их. Если с них возьмут санкции, снимут санкции и позволят нарастить ВПК, кровью зальют не только Украину, но и Кавказ. Да, большому сожалению, знаете, что цинично в этом мире, что эти великие державы, знаете, как лес рубят, щепки летят. Если они какие-то там делают там суперстратегические ходы какие-то, и одновременно кто-то там пострадает, ну, извините, тут милайт, как говорят немцы. Извините, так получилось, так. И это, да, это большая, конечно, беда, проблема. Но вот сейчас в такой ситуации, да, я не знаю, что сказать на это. А, Второе дыхание России, да, могут дать второе дыхание, потому что нужно спасти, например, тех же украинцев и хотя бы ту часть, которая находится. Да, можно дать драться еще 3 года, и украинцы закончатся физически просто. Кому от этого будет хорошо? Да, потом Запад, Америка вооружаться, все у них будет, и Россия не полезет, она тоже будет уже слабая, издыхающая. Ну, а толку? Нет, нужно людей спасать. И мне кажется, сейчас нужно просто набраться терпения и посмотреть, что будет. Давайте посмотрим просто, наблюдать будем. Да? 2-3 месяца, ничего же не поменяется кардинально, правильно? В любой момент мы сможем плюнуть в колодец, из которого пили. Всегда успеется, как говорится. Поэтому давайте не будем. У меня лично есть претензии ко всему миру, понимаете? И к Америке у меня есть претензии. И я не Трампа поддерживаю, я поддерживаю Соединенные Штаты Америки. А Трампа я поддерживаю, как реально, мне кажется, он Богом послан человек. Я, может быть, ошибаюсь. Но ну, все указывает на то, что он послан Богом. И то, что вот сейчас они там на христианство давят, там христианскую религию они упоминают, это тоже, вот не сочтите меня немножко не от мира сего, но мне кажется, это тоже связано с тем, что он от Бога идет. Понимаете, что на Бога они уповают, про Бога они говорят. У нас, у мусульман, христиане, иудеи являются людьми Писания. Мы всех их пророков, всех их святых, ну, которые указаны, всех в Коране у нас уважаем. И мне нравится вот то, что Марко Рубио, например, там, крест себе на лбу нарисовал. Ну, у них традиция такая. Вот если он искренний, конечно, если это не лицемерие, если это там не для понтов делается, если он искренне в это верит, он полный вперед, я поддерживаю, почему нет? Это его право, он имеет право верить. И, например, есть мусульмане, знаете, когда долго молишься, вот здесь пятно появляется. Так вот, некоторые специально себе натирают и изображают из себя слишком набожных, там они молятся. Там. Это лицемерие, это мне не нравится. А если человек молится и верит в Бога, мне кажется, это хорошо. Мы как-то преподнесли, что Бог что-то там, уже такой воинственный атеизм так сильно начал воинствовать, что иногда кажется, что вот там про Бога говорить нельзя. Да, религия отделена от государства. Но это не значит, что не должно быть религии вообще. Правильно? И ты не лезешь с своей религией там, к другим. Но внутри тебя она есть и должна быть. Кто хочет. Кто не хочет, пожалуйста, пусть не исповедует. Ну, как-то так я это вижу. Поэтому, мне кажется, все будет супер. Все будет супер. Дай Мула. И я надеюсь, что ошибка, которая была допущена в отношении чеченского народа, будет всеми. Украинцы вот исправили. Признали Чеченскую республику Ичкерия. Не до конца, правда, у них там проблемы. Они вон вместо того, чтобы президиум пригласить, они вон Закаева приглашают, самозванца, который в угоду России много чего делает. Все делает ради себя и России. Также, я надеюсь, Израиль исправит свою ошибку. Признает, хоть и считаешь, никто не нужен сейчас у Израиля, все прет, там победы за победами, все нормально, заложников освобождают, там Газу зачищают, там в Сирии дела, ну нормально все, да, идет. Но не всегда же победы бывают, и бывают поражения и так далее. И даже не делаешь поражения, если ты сильный, это не значит, что ты должен быть несправедливый.
Справедливый это значит сильный. Понимаете? А ты сильный и ты беспредельничаешь, то это не сила. Это как раз Россия. А евреи не такие. Евреи другие. Евреи умные. Евреи думают о завтрашнем дне. Я так думаю. Поэтому и Америка, соответственно, в первую очередь Америка, она должна тоже исправить свои ошибки. Великобритания должна, Германия должна признать Ичкерию, наш президиум. Это большая работа, которую нужно провести. И я очень на это рассчитываю. Очень надеюсь. Да, Мула. Виктор Швенцер. Аслан, ассаламу алейкум. Трамп наш человек. Виктор Швенцер, я так понимаю, вы из Германии. Да, он немец, кстати говоря. Корни у него немецкие. Алейкум салам. Алейкум салам. Друзья, я свой стрим сегодня сделаю коротким. Я на этом закончу свой стрим. Если вы напишите комментарий под этим видео в YouTube, да, в TikTok не получится у вас, я буду с удовольствием читать и отвечать на ваши комментарии по поводу темы, которую мы сегодня обсудили. Давайте на этом я закончу. Как говорится, слава Украине, все будет Ичкерия, God bless America, Ам Израиль Хай. Всего хорошего, друзья. До свидания. Так.